В Конституции априори нет маловажных пунктов и статей. Все имеет значение и значимость. Но для каждого члена комиссии наверняка есть направления, которые он считает важными и значимыми. Я бы хотел остановиться на нескольких блоках. Первое. Проект основного закона в полной мере учитывает наш исторический контекст, начиная от полностью переписанной преамбулой и заканчивая конкретными статьями. Подчеркивается преемственность нашего государства, его неразрывная связь с национальной историей и окружающим нас мире в потоке истории. Второе. В проект в полной мере учтен вопрос национальной безопасности, обеспечения национального единства и солидарности, нерушимости наших границ. Это ответственный выбор нашей нации, ответственного народа, который отныне является источником и защитником своего национального суверенитета. Третье. Мы нация, которая гордится своей историей. В нашей общей исторической судьбе было много тяжелых трагических страниц, но они не отвращают нас от настоящего и будущего. Мы впервые в своей Конституции обозначаем приоритет науки, образования, культуры, инноваций. Мы одними из первых в мире государств в своем основном законе обозначаем цифровые права граждан. Именно в этих сферах будет идти самая основная конкуренция между странами мира. Мы готовы к такой открытой, честной, цивилизованной конкуренции. Поэтому мы говорим, что предлагаем нашему обществу Конституцию знаний и инноваций. Четвертое. Самые большие изменения в проекте Конституции коснулись первого и второго разделов, а также разделов, связанных с правосудием и защитой прав наших граждан. Я уверен, что вдумчивое, спокойное прочтение этого проекта даст ответы на многие вопросы, и даже многие наши критики увидят очевидный прогресс. Проект Конституции предопределяет в качестве национальных приоритетов принципы закона и порядка, а также общей экологической ответственности граждан за судьбу нашей природы. Поэтому наш проект Конституции – это Конституция свободы, порядка и законности и взаимной ответственности. Уважаемые друзья, я считаю, что проект новой Конституции Республики Казахстан свершился как исторический фактор политики. Уверен, что в нынешнем виде его можно предложить президенту Республики Казахстан для вынесения на общенародный референдум.